Здравствуйте, мои дорогие ученики 3 класса. У нас урок русского языка. Тема урока – праздник защитников Отечества. Отан қорғаушы күні мерекесі құтты болсын. Вы знаете, что вся наша страна 7 мая празднует День защитника Отечества. Цель урока. Ты будешь пересказывать небольшие тексты по плану, составлять связанные предложения, правильно писать предлоги со словами. Послушайте, ребята. Бескрайние просторы Казахстана под вашей защитою сильны, пусть бьются сердце ваше неустанно, пусть будут мысли твердостью полны. Пусть солнце мирное согреет степи и города, и реки, и холмы. Пусть будет Казахстан наш на планете цветущим государством без войны. Ключевые слова. Защитник Отечества. Родина. Отечество. Это одно значение синоним, да? Родина, Отечество, отаном. Граница, пограничник. Кто такой пограничник, ребята? Правильно. Это солдат, он стоит на страже, он служит Родине, он бережет нашу Родину. Смотрите, какие солдаты. Стройные, смелые, мужественные. Самое главное, они любят свою родину. Настоящие патриоты Республики Казахстан. Послушайте, ребята. Мой брат уехал на границу. Он пограничник, он солдат. Туман ли, вьюга ли клубится, в ночной дозор идет мой брат. Идет он в темноту ночную, и автомат с собой берет. Он бережет страну родную, семью родную бережет. Он слышит самый тихий шорох, он замечает каждый след. В глухих лесах, в степных просторах нигде врагам дороги нет. Ребята, ответьте на вопросы. Почему брат уехал на границу? Какой долг он выполняет? Что он делает на границе? Как его теперь называют? Правильно, пограничником. Он охраняет нашу границу, защищает и бережет. Запишите следующие слова. Дозор, пограничник, солдат, Отечество, защитник. Следующее задание. Нужно расставить слова в алфавитном порядке. Первое слово. Армия. Правильно. Защитник. Отечество. Пограничник, солдат и моряк. Молодцы. Как пишутся предлоги со словами? Предлоги со словами читаются вместе, а пишутся раздельно. Правильно. В дозор, в ночной дозор, да? В темноту, в лесах, в просторах. Нужно тоже дописать пары по образцу. Плюс прилагательные, да? В лесах каких? Темных, густых лесах. В просторах каких? Бескрайних. Нужно собрать пословицы. Посмотрите на первую строчку.
разбросаны слова. Давайте соберем, чтобы получилось первая пословица. Жить, родине служить. Правильно. Тоже нужно записать, ребята. Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. Вторая пословица. И последняя. Умелый боец всегда молодец. Жить родине, служить, да? Сразу такое патриотическое чувство поднимается, любовь к своей родине. И вот такое маленькое задание на дом. Расскажи, что ты знаешь об этом празднике? Какие мероприятия проводятся в нашей стране, в городе, в твоей школе, в твоем классе? Нужно создать поздравительный постер для папы, или брата и дедушки. Это можно сделать поздравительную открытку, поздравительный постер. Вашему папе, брату или дедушке будет очень приятно, если вы сами приготовите постер или открытку, поздравите с этим замечательным праздником, Днем Защитника Отечества. Ну, например, вот такой у меня постер, вот я вот начала, а вам нужно его закончить. И разукрасить. Да? Еще несколько. Что мы сегодня узнали, ребята? Расскажите. Хорошо. Удачи всем. Спасибо за внимание.